В эфире новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Тест на наличие антител IgG теперь можно сдать по новой технологии в столичной клинической больнице номер 3. Сегодня в окончательном чтении приняты изменения в региональный закон об охране здоровья населения в Республике Саха-Якутия. Какие меры по противодействию COVID-19 принимаются в Алданском районе? Число заболеваемости молодых людей COVID-19 растет. На сегодня в красной зоне городской республиканской клинической больницы лечение проходит 400 пациентов. Напомним, 3 корпуса городской республиканской клинической больницы открыли красные зоны в прошлом году. На передовой стоят не только врачи, но и студенты-медики. Больница рассчитана на 480 коек, реанимационное отделение на 30 мест. В тяжелом состоянии находится 27 человек, 7 на искусственной вентиляции легких. Больница полностью обеспечена медикаментами и аппаратами искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день у нас 27 пациентов, на 30 коек в отделении реанимации находятся. Все они в крайне тяжелом состоянии. Возрастная категория этих пациентов от 30 и выше до 90 лет, грубо говоря. Ковид молодеет, больных молодых в возрасте до 30 поступают. Раз в неделю это уже как стабильно для нас стало. На данный момент у нас находится около 7 пациентов на искусственной вентиляции легких. Кто-то находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Это тоже аппарат делает, он помогает пациентам дышать. Тест на наличие антител IgG или иммуноглобулины G теперь можно сдать по новой технологии. Тест-система нового поколения проводится посредством определения наличия антител того же иммуноглобулина к рецептор-связывающему домену вирус-нейтрализующих антител RBD. Новые тест-системы, разработанные в научном исследовательском центре имени Гамалеи, позволяют выявить в организме не любые антитела к вирусу, а именно защищающие иммунитет. Сегодня проверить свой реальный иммунитет можно в республике клинической больницы номер 3 в городе Якутске. Уже привычное для нас ИФА-исследование, старый метод, да, определял на наличие антител класса IgG суммарное значение. А новый наш метод будет определять не суммарное значение, а именно наличие анти-РБД антител. РБД располагается, он сам по себе располагается на шипах коронавируса, и при попадании в организм человека вируса он соединяется с рецептором, и там образуются антитела, которые именно защищают наш организм. Да? А на новые анти-РБД антитела могут сдавать переболевшие COVID-19, контактировавшие с COVID-19, у кого было бессимптомное течение и после вакцинации. После вакцинации через сколько дней? После вакцинации, после второго этапа на 21-й день уже могут сдать. Что касается оперативных данных, то за последние сутки в республике зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Из них 56 случаев – это город Якутск. В Амгинском районе 8 случаев, в Алданском и Вилюйском по 5 случаев, в Ленском и Мирнинском по 4, в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 3 случая, в Чурапчинском 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1296 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 155 032 теста. В республику поступило всего 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 186 625 человек, вторую 140 170 человек. Вчера во время проведения штаба у зампреда правительства России Татьяны Голиковой глава региона Айсен Николаев поставил вопрос выделения республики дополнительной партии вакцины Эпивак Корона. Это свыше 50 000 доз. На сегодняшний день, и вчера это также было отмечено на штабе у Гуликовой, поменялась картина заболевших, и мне хотелось бы акцентировать внимание, что сейчас у нас чаще болеют молодые люди. К сожалению, это та когорта населения, которая не очень благосклонно относится к своему здоровью, мало внимания обращает на него, и чаще такие люди поступают уже в запущенном состоянии. Поэтому хотелось бы напомнить нашему населению, что при первых признаках ОРВИ, простуде, нужно
обязательно обратиться к врачу для того, чтобы диагностировать, действительно ли у вас просто простудное заболевание, либо это ковидная инфекция, и своевременно начать лечение. Тем временем Алданский район в антилидерах по распространению новой коронавирусной инфекции. На минувшей неделе прирост составил 29 случаев. Какие меры по противодействию COVID-19 принимаются? Смотрите в нашем сюжете. 31 пациент получает лечение в стационаре. 13 человек с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся под медицинским наблюдением. Такова оперативная обстановка на 15 июня. За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости. Вирус выявляется в разных возрастных категориях. За неделю у нас это получилось плюс 29 выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В основном это лица, прибывающие из-за пределов Алданского района, как из Якутска, из других районов республики, из других регионов России. В Алданском районе продолжается второй этап прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Последняя партия поступившего в район препарата практически освоена. Ожидается поступление дополнительной вакцины. До конца года иммунизацией планируется охватить не менее 70% населения. Для этого количества необходимо порядка 13 тысяч доз. Хотелось бы, чтобы население было более сознательно, более активно шли, не думали только о себе, что если они не провакцинируются, их это минует. Они могут стать причиной заболевания других лиц, тех же лиц группы риска, пожилых, больных хроническими заболеваниями, которые могут и не справиться с этой болезнью. Медработники не могут не отметить, что самосознание граждан растет. Сегодня люди стремятся знать как можно больше о том, как уберечься от коварного вируса. Строже соблюдаются и меры безопасности. Сознательность есть. Я думаю, что сейчас как-то и маски стали использовать, все равно используют. То есть переживают за свое здоровье, за здоровье родственников. Все-таки это видно, что немножко, наверное, средства массовой информации повлияли. Может быть, личный опыт у кого-то. По убеждению специалистов, эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции стабилизирует массовая иммунизация. Медработники также подчеркивают важность неспецифических мер профилактики, минимизирующих риск распространения вируса. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. И к другим темам. В ходе 28-го внеочередного пленарного заседания Государственного собрания Ил-Тумен сегодня в окончательном чтении приняты изменения в региональный закон об охране здоровья населения в Республике Саха-Якутия. Законопроект, разработанный в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, внесен для рассмотрения в парламент главой Якутии Айсеном Николаевым и группой народных депутатов республики. Проектом закона предлагается установить, что руководитель исполнительного органа государственной власти республики в сфере охраны здоровья назначается главой Якутии по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. О бюджете города Якутска на этот год и на плановый период 2022 и 2023 годов говорили сегодня на очередной сессии Якутской городской думы. Как отметили, доход бюджета с учетом предлагаемого уточнения в текущем году составит 19 миллиардов 423 миллиона рублей, а расход составит свыше 20 миллиардов 203 миллионов рублей. Соответственно, дефицит 780 миллионов рублей. Доход в этом году увеличивается на 474 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов из госбюджета республики. На такую же сумму увеличивается и расход. Также в следующем и последующем годах бюджет Якутска сбалансирован. В 2022 году доходы и расходы бюджета составят свыше 18 миллиардов, а в 2023 году более 17 миллиардов рублей. На сессии курирующие департаменты финансов обозначили основные изменения в бюджет. Основные изменения коснулись следующих программ. Это по муниципальной программе развития образования городского округа. Уточняется расходы в сумме 184 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 178 миллионов 256 тысяч рублей. Из них мы получили 44 миллиона на организацию электронных детей в популярное время, на 101 миллион рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
Между тем, ежегодно, согласно правилам рыболовства, с 20 мая по 20 июня на территории Якутии проходит месячник запрета рыбной ловли любыми орудиями – ленка, хариуса, тайменя в связи с весенним нерестом. На территории Южной Якутии ситуация остается напряженной. За первый рейд в этом году инспекцией Среднеленского отдела рыбоохраны составлено 11 протоколов, изъято более 30 сетей и более 50 экземпляров различных видов рыб. Из них более 40 уже выпущено в естественную среду обитания. После 20 июня вылов рыбы разрешен с соблюдением норм вылова. На одного человека это 5 хариусов в день, а если человек находится на водоеме более 2 суток, то не более 3-дневной нормы, то есть 15 экземпляров. Норма для ленка составляет 1 штука в день и для тайменя всего 1 экземпляр, независимо от времени нахождения на водоеме. Сетью сейчас разрешен лов только на рыболовных участках. 1 сеть на человека на реке и 2 сети на человека на озере. В Еленогринском районе таких 2 рыболовных участка. Они находятся оба на реке Тимтон, прописаны в правилах рыболовства. Любой гражданин может, связаться с Росрыболовством, замаркировать свою сеть, получить номер индивидуальный на сеть. И, пожалуйста, может устанавливать в этом районе сеть, и бирку привязывать. Дату первого заезда детей в лагерь «Алмаз» в Ленском районе перенесли с 15 на 21 июня. Это связано с усилением требований Роспотребнадзора к работе летних лагерей из-за сложной эпидобстановки. Все сотрудники летних лагерей обязаны сдать анализы на коронавирус, без которых их не могут допустить к работе с детьми. Так, на этой неделе организуют тестирование для недавно прибывшего из Новосибирска педотряда «Стрекоза». Работники лагеря, проживающие на его территории, будут сдавать анализы перед началом каждой смены. Остальной персонал – каждую неделю. Отмечается, что «Алмаз» полностью готов к открытию. Во всех корпусах провели косметический ремонт. Также заключили договор с подрядчиком на 5-разовое питание детей. К этому часу пока вся информация. О развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь на канале Якутия-24.